Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар, сыйлаты телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасының серетесін студияда сіздер үшін мен Гульсум Халилова чалышым. Невметеке 25 дақай черсінде Қырым ве Қырым етрафында үзберген ве Қырым иле бағлы әлбетеке суалеріна ве хаберлеріна музыкер етмеге планлаштырдық. Сізде бізім яйынымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға телефонларына режиссерларымыз шығара. 073-419-41-58 бізлерге вайбер вастасы иле бедава шекілде телефон шмаға имканыңыз бар, яда скайпыңызны қоллана білесіңіз, atr.tv бізім адресіміз. Телефон açınız, sizin суалеріңіз ве сесіңіз бізлер үшін пек мұйым келіңіз бұл яйыны берабер япайық. Мені сешімді Роман Спиридоновны яйынымызға бағламайға істейм, ол біздің шымды ешітте. Роман, селям алейкум, заман информацион программаларында неяқта тариф етежексіз. Алейкум селям, Гульсум. Начнем с главной новости этого дня. Темы воды для Крыма. Она вновь в топе новостей. Ее сегодня обсуждали как и представители нашего правительства, так и российские чиновники. Если говорить о нашей позиции, то Украина возобновит поставки днепровской воды в Крым, но только после его деоккупации. До этого времени вопрос водоснабжения полуострова является обязанностью России как государства-оккупанта. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Сказал он это во время международной конференции о проблемных вопросах водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации. Она прошла в Херсоне. Вот по его словам, то, что Россия сейчас делает в Крыму, четко попадает под признание военных преступлений. Во-первых, происходит искусственная замена населения. Граждан Украины вытесняют из Крыма, зато на временно оккупированный полуостров завезли сотни тысяч граждан из российских регионов, и количество завезенных оценивается минимум в 500 000, и это количество людей продолжает расти. Во-вторых, происходит тотальная милитаризация Крыма, активно развивается военная инфраструктура, которая разворачивается, как заявил Алексей Резников, не столько против Украины, а с целью обеспечить российскую экспансию на Балканах, Ближнем Востоке и Средиземном море. Все это приводит к чрезмерной эксплуатации источников воды и приводит к экологическому ущербу. Учитывая климатические изменения, Россия программирует фактически убийство Крыма, сказал Алексей Резник. А разговоры отдельных лиц о том, что поставки воды можно возобновить, только поощряют оккупационную администрацию увеличить масштабы военных преступлений и повысить риски для региона. В России сегодня же тоже говорили о воде для Крыма. Так, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия мощная страна, и она сама решит водную проблему полуострова. Это он, такими словами, он предварил заседание российского президента на тему воды в оккупированном полуострове. Ее сегодня должны будут обсудить, о том, как можно возобновить, увеличить добычу и придумать какие-то поставки из России в оккупированный Крым. На это Россия выделяет десятки миллиардов рублей. И еще о других новостях. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ России за подстрекательство госизмене в украинских военных в Крыму. В феврале-марте 2014 года ФСБшник, уговаривая, подкупая и угрожая, призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины совершать действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. Речь идет о несопротивлении подрывным действиям российских войск и переход на сторону войск оккупанта. Сотруднику ФСБ, имя которого не разглашается, инкриминирует пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и введение агрессивной войны против Украины. Ведущему телеканала «Россия-1», генеральному директору российского религиозного телеканала «Спас» Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Как пояснили в ведомстве, российский телеведущий незаконно посещал оккупированный Крым. И вот после появления этой информации в СМИ пограничники проверили эту информацию и нашли подтверждение нарушения украинского законодательства. И Корчевников сегодня вылетел из Украины авиарейсом Киев-Стамбул с запретом, как я говорил, на 3 года
посещать нашу страну. При этом это был уже его не первый визит в Киев. До этого он уже был здесь, посещал Киево-Печерскую лавру, но на это никак ни наши спецслужбы не реагировали. А как известно, что Борис Корчевников ездил незаконно в оккупированный Крым еще уже после 2014 года. СБУ возбудила против него уголовное дело, но вот в апреле этого года уголовное дело против Бориса Корчевникова Службы безопасности Украины было закрыто. И к вопросу о том, как соблюдается перемирие на востоке страны. Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушали режим тишины. И наш один военный был травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Вследствие вражеского обстрела военный был контужен. Его доставили в больницу. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Кроме того, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям, зафиксированы полеты беспилотных летающих аппаратов вражеских типа квадрокоптер, и были зафиксированы даже его пересечение линии разграничения. Ну, наша радиоэлектронная служба подавления радиоэлектронных сигналов подавили этот беспилотник, и теперь он уже стал безопасным для наших военных. Ну и новость для тех, кто собирается в хадж. Мечеть Масджид Аль-Харам в Мекке вновь открыта для молитв без каких-либо ограничений. Все граждане Саудовской Аравии и иностранцы, которые живут в стране, могут посещать главную святыню ислама после 7-месячного перерыва, который был объявлен из-за пандемии коронавируса. В этом месяце Саудовская Аравия возобновила в священной мечети Умру, это паломничество к Каабе, а с 1 ноября совершать Умму смогут паломники из стран, которые в королевстве считают безопасными от коронавируса. Ну вот такие новости мы расскажем сегодня, уже буквально через 15 минут. Не пропустите, подключайтесь к нашему эфиру. Гульсум. Роман, біз есе бұл хаберлерін шымды музакере етерміз. Роман Спиридонов бізле жанлы бағда, бізле шымды есе милимежез азамыз Гайна ханым Yüksel бағланды. Оны селямлайық. Гайна ханым, селям алейкум. Алейкум селям. Келіңіз сізнен бұл Қырым этрafında sonki haberlerini muzakere eteyik. Tunev'in Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrayna Yuqarı Şurası'ndan böyle bir çıkışta bulundu ki sonki vakitlara Kırım meselesi böyle pek faal şekilde onun nutkundan eşitili. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu yaxşı mı signal ya da Kennedy hareketler ve sözler pek farklı? Гульсум, я, как и все, внимательно слушала выступление президента. У меня такое ощущение очень противоречивое от его выступления, начиная от радости и заканчивая ощущением того, что я слышу про какие-то нью-васюки относительно ситуации в Украине. А что касается Крыма и Донбасса, это очень хорошо, что он говорит об оккупированных территориях, но здесь, наверное, я буду говорить так же, как и многие эксперты, что пора больше дел. Пора переходить от слов к делу, пора запускать вот эту крымскую платформу, которая была анонсирована еще в мае месяце. Пора делать более конкретные шаги в отношении оккупированного Крыма, поэтому нужно больше конкретики, нужно больше дел. Ama bu platformanın semereligi üzerinde laf edecek olsak, mına bizge Elmi Ağa Umerov Tunev'in koşulgan edi, Mustafa Ganin laf etken edi. Kuların aytkanına göre mühim olgan hareketler sırasında birinciden bu Kırım Tatarlarının meselesinin çözülüvü ve bu platformada ayrı bir şekilde kullanılabile, yani bizim gücümüzni daha da kuvvetleştirebile dep aytты bizlerge Tunev'in. Elmi Ağa ki Zelenskiy de Milli Meclisinin bu platformaga koşulacağına ümit etti. Nasıl olacak, yani Milli Meclisinin bu platformada iştirakı rolü siz nasıl görüyorsunuz? Bu mesele etrafında endi bir müzakereler başlandı mı? В Меджлисе не обговаривалось. Касательно самой платформы, то есть, ну, скажем так, такие предварительные драфты, которые существуют, есть некие суждения, которые высказываются, но правильно ее должны представить. Они должны сказать, в каком формате она будет существовать.
Насколько я знаю, пока там Меджлиса нет, есть органы государственной власти Украины. Большой упор делается, конечно же, на международную работу и привлечение к этой платформе стран-партнеров Украины. Вот. Ну и обнадеживает то, что президент сказал о том, что Меджлис должен подключиться к Крымской платформе и видит его участие в этой структуре. Но я и до этого говорила, что не очень хорошо представляю, как Крымская платформа, да, которая по большому счету вобрала в себя те идеи, которые высказывались и до ее создания, может быть, может функционировать без представительного органа коренного народа Крыма. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы, во-первых, услышим в таком открытом пространстве медийном, что это такое будет, и, во-вторых, будем понимать, кто конкретно и чем будет заниматься. Сіз бұл желп етуге ишанасыңыз ма? Чүнке мұна Қырым-Татар Милли Межлисіміздің ве президент офисінің иттифақдашлығыны көз өгіне алажақ олсақ, бізлерге сонки 6 ай içerisinde берілген екі ваде ве сонки 1 yıl içerisinde берілген екі ваде бұл ферманның имзалануы іш группасының түзілуі вейләқри, олар біле керчеклешмеді. Яғни бұларның керчеклешмегенini көз өгіне алажақ олсақ, илеріде бізле иттифақдашлық мәселесін насыл көресіз? Смотрите, здесь не вопрос веры или не веры. Конечно же, в политике доверие играет очень большую роль, но дело не в этом. Взаимодействие с представительным органом крымско-татарского народа должно быть на законодательной основе. И не может быть такого, что какие-то идеи принимаются, а какие-то идеи не принимаются, когда они, допустим, подходят или не подходят. Здесь нужно переводить все в законодательную плоскость, и Меджлис вводить, скажем так, уже окончательно урегулируя этот вопрос в правовое поле. А что касается взаимодействия, вот на основе Крымской платформы, я, конечно же, верю. Я думаю, что в вопросе Крыма мы вообще все двигаемся в одном направлении, и разногласий быть не может. Другое дело, чтобы эти движения, они были согласованными и дополняли друг друга. Ama bu ferman ve iş grupası ve ilahri bunlar tızılmеді. Siz nasıl düşünесiniz, оларның tızылуы не вақыт gerçekleşebilir? А в спуске мен iş группасы hakkında siz anayasa meselesini айтасыз. Айтам да екі ваде bu fermanның ittifaqdaşlığı ile bağlı imzalanуы olmadı, öyledi ve iş grupası da tızılmеді. Yani bunların ne vaqt gerçekleşeceğini көресіз mi? Afsuski iş grupasının tezileceğine men asla inanmam. Bir kereden iş grupası gerek değil. Çünkü bu mesele artık laf edildi ve anda son noktalar dep aytabilir koyuldu. Yani iş grupası ne iş grupası? Zaten 3-4 yıl içinde çalıştık, bir neticeleri getirdik. Şimdi bu meseleyi uzatmak mı için iş grupası kurula? Bir. İkinci, nasıl bir iş grupası? Yani Medjlis var, Kırım-Tatar liderleri var, aktivistleri var. Onların çalışıp bu meselelerini laf etmeye mümkün. Eğer yani böyle iş görüşmeler gerek olacak olsa. Ve zaten koruyoruz. Yok yani buna anlaşılgan edi de zaten görüşü vaktinde. Nege? İş grupasına mı? Sonki kere Zelenskiy'nin görüşkenimiz vakit görüşüp neticesinde aytıldı mı bir iş grupası tizleyecek anayasa ve ilahri yani bu müzakere edildi. Yani onu aytmağa istedim. 18 Mayıs ayında bu laf edildi. Aradan 6 ay geçti. Ortada bir şey yok. Ne bir toplaşıp ne bir görüşme. Yani iç görüşmeler böyle komünikasyonlar yapıla ama ortada bir şey yok. Demek ki yani yapılmayacak bu asla böyle çalışmayan bir organ bu iş grupası. İşimize bakayım, platforma çalışır dep düşünem, onun etrafında toplayıp ama bizge özümüzge öz meselelerini devam etmek gerek. Afsuski bu tür laflar, konuşmalar uzatıla. Men hatırlasam endi 3. mü, 4. mü, 5. mü efir aynı şeylerini aytıp duram. Fakat ortada maalesef afsuski bir şey yok. Yani sesimiz eşitilmiyor galiba. Kırım Tatarların sesi. Elbet
ettirmey, özümizge hareket etmek gerek dep düşünemen. Bu platformanın işini siz nasıl şahsen koresiniz? Bunu nasıl şekilde o semereli olabilecek ki bizim bilgenimizge göre ve biz anlayımız Rusya'da iştirak etmeyecek? Men onu da evvelde ayttım. Platformanın tarafında düşüncelerim şöyle. İki yönelik olacak, iki yöneliş. İç ve dış. Dışarıda Ukrayna kol tutkan ve Ukrayna'nın tarafında olan ülkelerini toplamak gerek. Manda pek mühim bir nokta, Gülsüm bilesiz mi? Benim fikrime göre tek Kırım etrafında laf etsek dışarıda bu yetersiz olacak. Çünkü yani dünyada vakalar pek tez gelişi. Bakınız son 2-3 ay içinde biz eski Sovyetler sahalarında, cumhuriyetlerde Belarusya kurduk, Armenya, Azerbaycan kurduk, Kırgızistan kurduk. Yani tek Kırım'ı laf etsek yetersizce olacak. Kırım platformada Kırım meselesinin etrafında toplanıp Ukrayna dünyada halkara meselelerini ortaya koyacak. Nasıl meseleler? Yani insanların, ülkelerin bütünlüğü, sınırların dokunmamazlığı. Yani böyle bu fikir etrafında dünyada ülkeleri birleştirip önde olacak. Niçin bunu yapar? Çünkü Ukrayna'da Kırım meselesi, Donbas meselesi var. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan son Ukrayna belki birinci ülke böyle darbe yaşayan, böyle savaş kurgan ve onun uzun sınırların içinde başka memleketin askerlerini koruyan bir ülkedir. Onun için Ukrayna bu meselede dünyada lider olmalıdır ve bu fikri kullanıp Kırım meselesini, Donbas meselesini kullanıp herkesini birleştirmelidir. Bu dış yönelik. İç yönelik bunda Ukrayna'da bütün Kırım etrafında topladığın güçlerini bakınız tek devlet güçleri değil. Bu yetersiz. Yani devlet organları toplayıp çalışsa yetersizce olacak. Toplumu, teşkilatlar, ломы, yani lideri общественного мнения, bu mesele etrafında araştırma yapan, makalelerini yapan, raporlarını yapan insanlarını toplayıp hareket etmelidir. Öyle bir şekilde başarılı olacak. Yoksa tek devletke bunu koysa bence bu yetersiz olacak. Şüphesiz. Kıymetli fikirleriniz için çok sağ olunuz Gayna Hanım. Bizle bağlanğınız için Milli Meclis Azası Gayna Yüksel bizle canlı bağda edi. Sağ olunuz. Umut ettim bu platformanın tuzuluvunda hükümet aytqanı gibi hakikaten de Kırım Tatar temsili organını celp eter ki Kırım ile bağlı hiçbir müzakerelerde temsili organ olmadan bu gibi platforma ya da bu gibi müzakereler imkansızdır. Çünkü Kırım Tatarlar Kırım'ın esas tamir halkı olğanı için bu platforma tuzuluvunda onun rolü de büyük olacağına işanmaktayız ki öyle de olmalı. Zaman informasyon programması sizlerine şimdi karşılaysa arkadaşlar, sonra biz bu studiyaga qaytacağız. Görüşkенçe.